Ну давай посмотрим. Обход больных, осмотр вновь прибывших, изучение истории болезни. Так обычно начинается утро Вячеслава Сварича, заведующего хирургическим отделением, где по коридору отчаянно носятся малыши. Такая детская возня для врача-хирурга только в радость, значит, выздоравливают. Медицину Вячеслав Гаврилович когда-то выбрал по совету родителей. И вот уже более 30 лет, почти каждый рабочий день он проводит возле операционного стола. В день, по словам Сварича, бывает до 9 операций. Одна может длиться 6 часов и больше. Пациенты разные. Самому маленькому было всего 26 недель, и весил он 450 граммов. Хирург, прежде всего, на мой взгляд, внимательным. Это первое. Мелочей в нашем деле нет. Я уже в этом убедился, свою достаточно уже могу говорить, может, к сожалению, многолетнюю практику. Вот, это первое. Во-вторых, должен быть собранным, вне всякого сомнения. Вычленить уметь главное, отвлечься от второстепенного. Это по-другому можно назвать медицинская сортировка, которую придумал еще Пирогов. Не только по отношению к больным, но по отношению к собственным мыслям, к собственным действиям и так далее. Примерно так. И самое главное, все-таки, наверное, надо сочувствовать больным. 3 года назад он стал лучшим врачом России. Это звание – заслуга всего коллектива, уверен Вячеслав Сварич. Здесь все новое осваивают вместе. Буквально недавно хирургическое отделение получило патент на собственное изобретение – методику оперирования пупочной грыжи. Способ щадящий, простой и быстрый. Операция длится всего 2 минуты. Скоро разработку наших детских врачей возьмут на вооружение медики всей страны. Если страшно, закройте глаза. Это фиброгастроскопия – контрольное обследование после операции. Для Евгения Кряклина, тоже хирурга, процедура каждодневная и рутинная. Так скромно свою работу определяет сам врач. До республиканской больницы Евгений Юрьевич более 12 лет отработал хирургом в Ударском районе. Затем его пригласили в Сыктывкар. Здесь Кряклин, один из первых в республике, начал осваивать эндоскопический способ оперативного вмешательства. Сегодня в отделении делают поистине уникальные операции и даже делятся своими достижениями с коллегами других регионов. Уникальность эндоскопической техники в том, что наименьшее повреждение при таких же точно результатах, и пациенты переносят легче все оперативные вмешательства. Все для пациента, все легче пациенту после операции, чем огромные разрезы или несколько проколов. Но для Евгения Юрьевича это уже обычно и скучно, поэтому он, как нам признался, изучает нечто новое, что пока держит в секрете. Но вполне возможно, что скоро мы будем говорить о еще одном уникальном опыте Коми республиканской больницы. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.